Нападение на полицейских в Яндере неизвестный мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудникам госавтоинспекции. Заброшенные сотки. Глава региона поговорил с жителями Кантышева о будущем земельных участков, которые пропадают без пользы. Нам нужно 2-3 улицы обходить. Не улица, а полоса с препятствиями. Жители Сунжи жалуются на неудобства, с которыми они сталкиваются в непогоду. Три номинации, десятки участников. Стартовал фестиваль-конкурс исполнителей на национальных инструментах. Первый день творческих соревнований в нашем выпуске. Первый бой. Две победы из трех возможных. Ингушский боксер стал призером международных соревнований во Львове. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Сегодня в 15 часов 30 минут неизвестный мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-21-112, совершил наезд на сотрудника полиции, несшего службу на стационарном посту, расположенном на ФАТ «Кавказ» в районе села Яндер, сообщает в МВД. После чего мужчина, покинув салон автомашины, с ножом напал на сотрудников полиции, причинив двоим из них ранения. В результате ответного огня нападавший был ликвидирован. На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия. Земельные вопросы оказались центральными на встрече главы региона с жителями Кантышева. В частности, говорилось о тех участках земли, которые находятся в заброшенном состоянии, могли бы оказаться полезны для предпринимателей в реализации бизнеса. Кроме того, обсуждались проблемы с подачей воды и газа, а также вопросы образования и здравоохранения. Мария Мистоева с подробностями. О том, что сход проведет лично сам глава республики, жители известили заранее, потому свободных мест в недавно построенном Доме культуры нет. Молодежь, как и положено, уступает старшим. Председатель общественного совета села решил озвучить самые актуальные вопросы. Это и освоение земельных участков, и здравоохранение, образование, и даже проблемы выпаса скота. Объекты отводить, важный вопрос отводить, легким вопросом же, что заколебаться, вопрос. В сельском поселении сделано многое. За последние годы здесь появились школы, детский сад, ФУК и даже фельдшерско-акушерский пункт. Глава региона призвал местных жителей беречь все это, а чтобы держать на уровне существующий результат, необходимо самим сообща решать проблемы, не дожидаясь вмешательства со стороны. Сельские поселения, по его словам, не такие большие, чтобы люди внутри этого населенного пункта не могли помочь друг другу. До сих пор депутаты после отдастешь. Молодые, за что вы отвечаете, и главы района молодые, и лакель молодые. Ваш самый юртер, самый от юртер, дедел, хамы, почахнут хата. Нас не закачут, табин были бедные, нас на хажавалось. Кантышево всегда славилась своими плодородными землями. Здесь не одно десятилетие возделывали в губах различные культуры. Большинство присутствующих – люди, которые почти всю жизнь проработали на поле. Потому и вопросов больше именно земельных. А вот Магомед Чумаков работает трактористом уже много лет. Почти вся его жизнь прошла на полях местного ГУПа, который как раз и планирует расформировать. Но стаж и ответственная работа все равно не являются значимыми факторами, чтобы Магомед получил для освоения хотя бы 5 гектаров в аренду. Руководитель региона заверил всех, что со следующей недели в поселении будет работать специальная комиссия, которая разберется в земельном беспорядке. Да, министр имущества, полностью с картинкой должен. Но Бог больше, Бог эти бы. И возможности много создать, да? Но салят дыр, асхамдуллах, асайк хамдуллах, расхуддат.
Но в сельском поселении есть и другие проблемы. Например, от второй сельской школы нет тротуаров, по которым могли бы ходить дети, ими служит обочина дороги. А Мухажир Раушев пожаловался на быстрое движение автотранспорта рядом с местной школой и больницей. Отсутствие светофоров, регистраторов и искусственных неровностей делают для автолюбителей эту дорогу гоночной трассой. Ну и контроль на таких участках, конечно, необходим. Поручили разобраться с этим местному участковому. Молодой инициативный Идрис Дасхоев любит путешествовать и осваивать новые территории, но еще больше любит свою республику. Он поделился свежим взглядом на популяризацию нашего региона среди туристов. Дело в том, что очень мало рекламы у нас о наших горных местах. У нас республика дотационная, это нельзя забывать. И выделять большие деньги на туризм это будет неразумно, потому что тем более у нас самый маленький субъект в Российской Федерации. Я что предлагаю? У меня есть, я подготовил проект, я просто Аракс из Новосибирский Бог-Неборас. Я работал в этой сфере. Если у вас будет время на досуге, я хотел бы вас попросить, чтобы вы немного ознакомились. Юнусбек Евкуров с интересом выслушал идеи инициативного парня и предложил ему поделиться ими с комитетом по туризму, чтобы там приняли во внимание планы Идриса, поскольку свежий взгляд и молодая кровь пригодятся в любой сфере. Также жителей интересовал и вопрос перебоев с электроэнергией. Особенно проблемы с перепадами случаются в районе новостроек. Несвоевременная оплата потребляемых ресурсов – главная проблема жителей, считает глава. С оплаченных коммунальных платежей реконструируются сети и трансформаторы в том числе. Но представители РЭСа заверили, что несмотря ни на что, через 2 недели будет введен в строй 4-й фидер, что позволит разгрузить сети. А вот с газовой службой не все так просто. Сотрудники «Газпрома» бесплатно установили всем кантышевцам новые счетчики, правда, должников от этого меньше не стало. 234 абонента имеют задолженность текущую с 1 мая более 5000 рублей каждый. Так. И 245... С 1 мая, да? Да. Так. И 245 до 1 мая 100 тысяч рублей и более. И более. Вот с ними что мы делаем? Руководители «Газпрома», а скоро мы будем 27-го здесь проводить совещание, все начальники что приедут, они говорят, если село платит текущие платежи, инвестиции отправим в село, поможем селу, и ФОК, и это помогать будем. Если село еще гасит долги, то эти долги возвращаются в село обратно как инвестиции. В завершении исхода Юнусбек Евкуров передал Исрапилу Латырову зеленую папку, чтобы он собирал в нее насущные проблемы жителей и не забывал, что их необходимо решать. И напомнил, что главы поселений и чиновники должны служить народу, а не наоборот. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Проблема отсутствия водоснабжения в летний период обсуждались не только на встрече с населением, но и в региональном парламенте. Там прошло внеочередное заседание, на котором присутствовали представители правительства и водоканала. По итогам проверок, проведенных в населенных пунктах региона, выяснилось, что водопроводные коммуникации устарели и необходим их капитальный ремонт. В будущем году за счет инвестиций Роснефти проблема может быть решена, но это планируется выделить 600 миллионов рублей. Индира Манкива продолжит. Какой выдалась летняя пора для жителей некоторых сел и городов республики, лучше всего можно судить по этим кадрам. Воды частенько вообще не было, тогда ее раздавали в буквальном смысле по талонам, а точнее ведрам. Местные власти организовывали подвоз. На среду вообще холострохи. Зампред правительства отмечает, что вся суть проблемы в устаревших резервуарах. До 80% водопроводных сетей уже не справляются с нагрузкой, что приводит к значительным потерям воды. Для справки могу также пояснить, что у нас есть Моздокский водозабор, где мы снабжаем Молгобекский район и в месяц платим где-то около 8 миллионов рублей просто за энергетику. За то, что мы с Моздокского водозабора получаем воду
и у нас вот такие серьезные потери. Пресная вода в республике на сегодняшний день в основном добывается из подземных источников за счет артезианских скважин, 6 водозаборов и более 50 локальных скважин. Особенно острая проблема с нехваткой воды стоит в Плиево и в отдаленных селах Малгобекского района. Продолжая тему, глава села подчеркнул, что на сегодняшний день в Плиево нет ни одной скважины и вода поступает из Альтиева. Почти 20-тысячное население получает 40 тысяч кубов воды вместо полагаемых 150. Нетрудно представить, какие неудобства испытывают местные жители. Время этот канал орошал все поля и само село. Само село находится под уклоном, и практически 40% села по каждой улице этот Алмачурский канал может проходить. То есть эту воду можно использовать для животных, для птицы, огороды поливать. Зачем люди живут в селе, если у них нет огорода? Воду они нам подают, все начинают открывать краны, ложат шланги в огороды, чтобы вырасти помидоры, огурцы, картофель. В начале сюда есть вода, в конце нет. Вопрос, волнующий многих, какие меры предпринимаются властями, чтобы ситуация в следующем году не повторялась. Здесь хотелось бы, не дожидаясь разработки государственной нашей республиканской программы по обеспечению водой, как вы назовете, как ваше право, все-таки план мероприятий, где, в каких населенных пунктах вы планируете такие мероприятия проводить, согласовывали с муниципальными образованиями? Мы хотим закольцевать все наши водопроводы, чтобы во всех населенных пунктах в 2018 году 99% будет везде вода. Поэтому сегодня есть очень серьезное поручение главы, и работает Ингуш граждан проект, чтобы связать все эти сети. Мы уже организовали новую организацию, называется Ингуш регион водоканал. Согласно проекту, ожидаемая добыча воды в 2018 году составит около 20 миллионов кубов в год. Финансовую поддержку в его реализации региону планирует оказать компания «Роснефть». На сегодняшний день в 19 населенных пунктах республики построено и введено в строй 16 накопительных резервуаров и 9 скважин. С нами предприятием полностью согласовано. Считаю, программа по улучшению водоснабжения на 2018 год. Для Плиева необходимо, я со всей ответственностью говорю, пробурение 4 или 5 скважин на территории Плиева, не в Назрановском районе, Альтиевском водозаборе, а на территории Плиева пробурение, и передать эти скважины, или нам передать, или муниципальное образование Назрановского района. На встрече также отметили, что изначально проблемы с нехваткой воды возникают в результате неправильного бурения, а точнее в неположенном месте. А ведь такие работы предполагают предварительного анализа местности. Когда это Смундинский водозабор закладывали, по-моему, в начале, когда 90-х годов, я не знаю, когда его делали практически, тогда, я думаю, этот вопрос непонятно для меня, мне логически непонятно, для чего его Сунди делали, когда у нас в Асиновском ущелье или в другом месте есть запасы воды. И мы снизу, назовем так, подаем воду, затрачиваем десятки миллионов, что толкаем наверх воду. Замена старых водопроводных сетей, строительство более мощных резервуаров и бурение новых скважин. Словом, фронт работ, стоящий перед Ингушским водоканалом, внушительный. Вполне возможно, что в 2018 году проблема с водоснабжением для жителей региона наконец-то останется в прошлом. Индира Манкиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Эта осень в Сочи как будто ждала тысячи гостей со всей планеты. Погода по-прежнему благоприятствует событию мирового масштаба. На 4-й день фестиваля молодежи и студентов было запланировано множество дискуссий на серьезные темы. Это и развитие гражданского общества и государственное управление, модернизация здравоохранения и экономика будущего, волонтерское движение и благотворительность. Около 80 площадок ждут гостей до воскресенья. На них проходят беседы с политиками, спортсменами, мастер-классы и тренинги. Все это разбавлено культурной программой и фотосессиями в кругу новых друзей. А сегодня молодой состав профсоюза встречался, чтобы обсудить права молодежи. Ребята из нашей республики не остаются в стороне и тоже спешат из одного зала в другой, чтобы получить как можно больше опыта и знаний. Об отношениях между работодателями и работниками говорилось в Государственной инспекции труда. Там прошли публичные обсуждения правоприменительной практики за 3-й квартал текущего года. Были затронуты вопросы, которые часто поступают в ведомство от граждан. Прозвучало даже мнение о необходимости внести поправки в Трудовой кодекс. Подробности у Мадины Пугоевой.
Несвоевременная выплата зарплаты, стимулирующих надбавок, незаконное увольнение работника, а также ненадлежащее оформление трудового договора работодателем. Чаще всего в министерство обращаются именно с такими вопросами. С начала года их поступило более 600. Из органов статистики к нам поступает информация, с органов прокуратуры, с других органов поступает информация о невыплате заработной платы. Нами сразу издается распоряжение и проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении хозяйствующего субъекта. Трудовое законодательство нуждается в совершенствовании, в частности, в вопросах порядка увольнения сотрудника, взятого на работу на определенный срок, считает Марет Китиева. Необходимо обязать работодателя предложить ему имеющиеся вакансии, чтобы временный работник не остался без источника заработка. Госинспектор также считает, что руководители организации должны в письменном виде требовать со своих подчиненных объяснительные. Зачастую не бывает доказательств того, что работодатель затребовал эти объяснения в письменной форме. Поэтому мы внесли такое предложение, чтобы поправили чуть-чуть эту статью и прописали, что работодатель именно письменно должен затребовать эти объяснения. То есть из-за таких, казалось бы, незначительных пробелов зачастую либо недобросовестные работодатели, либо недобросовестные работники, они умудряются как-то использовать это в свою пользу и обыграть таким образом ситуацию. Поэтому все должно быть четко урегулировано. Обсудили на встрече и наиболее часто встречающиеся факты нарушения охраны труда. В частности, ряд недочетов можно увидеть и на строительных площадках. Подрядные организации ставят под сомнение не только безопасность своих же сотрудников, но и случайных прохожих. Объект стоит, люди работают, хозяина установить невозможно. Мы же не можем рабочего, который на экскаваторе, привлечь к ответственности и сказать ему, что больше не копай, построй здесь забор сначала, а потом копай. Чтобы там ребенок не упал, или там кто-то прохожий, или случаи бывают у нас. Вот уже объяснен, освещение сами С комментариями по докладам госинспекторов выступили и другие участники встречи. Для работодателей, представителей общественных объединений и предпринимателей провели анкетирование. Организаторы также предложили собравшимся озвучить свои предложения по организации сегодняшнего собрания. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня утвержден проект Минтруда о переносе выходных дней в 2018 году. Постановление опубликовано на сайте Кабмина. Выходными объявлены дни с 30 декабря текущего и до 8 января нового года. В феврале намечаются 3 выходных дня с 23 февраля. В марте, включая Международный женский день, дается 4 дня. Майские выходные продлятся аж с 29 апреля до 2 мая. В День Победы страна отдыхает 1 день. Летом граждане смогут позволить себе отдых с 10 до 12 июня в связи с празднованием Дня России. В ноябре намечаются выходные с 3 по 5 число. В предстоящем году рабочими будут 3 субботы, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря. Выходные дни 6 и 7 января планируют перенести на 9 марта и 2 мая, так как они совпадают с нерабочими праздничными днями. Проблемы трудоустройства, отсутствие воды и газоснабжения. Ответы на эти вопросы могли получить жители на приеме граждан, который провел руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы. В приемную обратилось несколько человек, вопросы звучали в основном личного характера. В управлении напоминают, жители могут прийти на прием 2 дня в неделю. Записываться заранее для этого не нужно. Необходимо соблюдать живую очередь и иметь при себе паспорт. Ежегодно мы проводим его 2 раза, и тот, кто ведет здесь прием, как я, так и мои коллеги, они обязаны принять всех участников, которые к нам приходят, и ответить на их вопросы. Если в рамках их компетенции, то отвечает в соответствии со своей компетенцией. Если возможность сразу дать ответ, мы его даем сразу, если нет, то письменно, если необходимо разбирательство. А если вопрос не относится к нашей компетенции, то мы соответствующим образом оформляем его и направляем по подведомству тот орган власти, к которому этот вопрос относится. Ровно год исполнился с тех пор, как не стало Магомеда Шавхалова. Он долго боролся за жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Магомеду было 29 лет, он успешно строил карьеру в администрации главы региона. Добрым словом Шавхалова вспоминали в мэрии Магаса. Там собрались его коллеги и близкие. Слово Амине Боковой. На памятном мероприятии собрались друзья и коллеги Магомеда Шавхалова. Уже год, как его не стало. Начальник управления внутренней политики администрации главы региона ушел на 29-м году после продолжительной тяжелой болезни. За год до этого у него диагностировали рак. Все это время родных не покидала надежда на выздоровление сына. Но судьба распорядилась иначе. Сколько в этих 30 лет, неполных 30 лет, оказывается, он сумел вместить? Насколько он был работать?
Вообще очень трудно, очень тяжело говорить «был». По отношению к Магомеду говорить «был» очень тяжело. Хочется думать, что он есть, что вот он еще что-то успеет сделать. Выпускник юридического факультета ИНГУ еще в студенческие годы в перерывах между занятиями писал статьи для газеты «Ингушетия». Как уже позже вспоминал Магомед, именно благодаря этой практике его дальнейшая карьера сложилась так благополучно. Однако журналистом он работал недолго. Вскоре, благодаря активной гражданской позиции, Магомеда заметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Зелимхан Евлоев. Вскоре, благодаря активной гражданской позиции, Магомеда заметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Зелимхан Евлоев и пригласил на работу в отделении. Надежный товарищ и ответственный работник, именно таким его сегодня вспоминают собравшиеся. Он был на одном из самых трудных участке работы республиканских органов власти. В должности начальника управления по внутренней политике администрации главы Магомед работал с 2012 года. Коллеги отмечают, ему, как никому другому, удавалось наладить тесную взаимосвязь с федеральными структурами. Отзывчивый, порядочный, настоящий друг и патриот своей родины. Почти до самого конца он трудился на благо республики. И пусть порой многие из его близких обижались, но он никогда не пользовался служебным положением в личных целях. Магомед действительно был намного моложе меня. Мой сын старше его на десяток лет. И тем не менее, вот мы в обращении, я к нему никогда не обращался как к молодому человеку, как на скрине, там, мы его воспринимали как равного, как полного государственного мужа, как настоящего товарища, друга, на которого можно положиться. Глава республики распорядился, чтобы Магомеда отправили на лечение в Германию, а оттуда в лучшую клинику Москвы. Руководитель региона часто навещал Магомеда в больницах Москвы и Назрани. Его грела надежда, что болезнь все же отступит, и Магомед вновь займет свое место в команде. Но врачи оказались бессильны. У Магомеда остался маленький сын, которого он назвал в честь главы Юнусбеком. Возглавляя один из самых ответственных отделов администрации главы республики, он очень многое сделал для ингушского народа. Много добрых слов в адрес родителей и самого Магомеда Шавхалова звучат и сегодня. Мало таких людей, которые действительно искренне радеют за общее дело, готовы пожертвовать своим здоровьем, как это сделал Магомед, всем остальным, ради общего дела, ради того, чтобы наша республика процветала, чтобы людям жилось лучше. Он был не только молодежным активистом и надежным соратником, о Магомеде и сейчас говорят, как о душе компании и надежном плече. Память о нем в сердцах многих будет жить вечно. Хадя Добрива, Амина Бокова, Магомед Дидиков, Новости 24. Мировое сообщество отмечает сегодня День лицеиста. Эта дата связана с открытием в России первого императорского царско-сельского лицея. Это произошло более 2 веков назад. В образовательном заведении тогда готовили государственных деятелей и чиновников. Первый лицей появился в Ингушетии в 1996 году. С преподавателями и учащимися этого общеобразовательного учреждения пообщалась Лейла Гайсанова. Александр Пушкин, Антон Дельвик, Вильгельм Кюхельбекер и Дали Газдиева. Всех этих людей объединяет то, что они лицеисты. Если одни увлекались гуманитарными науками и прославились на весь мир, то Дали привлекает больше химия и биология. Сегодня школьница в роли преподавателя. Она разъясняет одноклассникам, что такое скорость химических реакций. Вести урок было очень трудно, потому что нужно было следить за всем, за учениками, нужно было правильно преподнести тему каждому ученику, и я не думала, что будет настолько трудно. В день самоуправления преподаватели отдыхают, а ребята с удовольствием пробуют себя в качестве учителей. Ученики легко вошли в роль, и на вопрос, чем отличается ваша школа от всех остальных, нам отвечает как бы заместитель директора по научной части. У нас в лицее очень много направлений для разных детей. Кто хочет себя развивать в спортивной секции, в спортивной деятельности. У нас есть спортивные секции, такие как баскетбол, волейбол. А для детей, которые хотят себя развивать в научных целях, это у нас есть разные элективные курсы по истории, обществознанию. Также у нас есть театральная студия, хоровая студия. У нас очень хороший хор.
Главная миссия лицея – воспитать национальную элиту. Выпускники школы, как правило, покидают эти стены начитанными, грамотными, с богатым духовным багажом, физически здоровыми и творчески мыслящими. Именно поэтому знания многие стараются приобрести здесь. Из этой школы грех не выйти отличником, медалистом. Но я пока сейчас хорошист. Я, наверное, исключение. Учителя очень переживают за нас и всегда стараются нас продвигать, записывают на различные олимпиады, конкурсы. Образовательная программа строится на 3 ступенях – начального, основного, среднего образования. На каждом этапе свой профессионализм показывают учителя, которые, кстати, прошли строгий конкурсный отбор. Среди них обладатели президентского гранта «Лучший учитель России», победители конкурса «Учитель года», почетные работники образования страны. Именно благодаря работе и отношению педагогов вчерашние школьники возвращаются в лицей, но уже в качестве их коллег. Когда передо мной стал выбор места работы, на самом-то деле, я долго не задумывалась. Звание лицеиста всегда было, в общем-то, почетным. И в годы моей учебы оно было, на самом деле, повторюсь, почетным. Мы всегда с гордостью говорили, что мы учимся в лицее. И я считаю, что это звание остается таким же и до сих пор. Лицей – это первая инновационная школа в республике, которая стала экспериментально-методической площадкой, где предусмотрены профильные направления – физико-математическое, химико-биологическое и гуманитарное. Лицеисты не раз завоевывали самые высокие награды на всероссийских и международных конкурсах. Вот и сейчас школа вновь стала одной из лучших на уровне страны. На днях я вернулась из нашей столицы, где школа награждалась как победитель во всероссийской выставке лучших школ России. Мы были награждены медалями как победители, грамотами, сертификатами и ценными подарками. Мы попали в 300 лучших школ нашей страны, а количество школ, которые участвовали в этом смотре, их было намного больше, по-моему, даже больше 10 тысяч. Впрочем, чтобы получать пятерки в свой особенный дневник с гербом и гимном, нельзя забывать и о здоровом питании. Это, как никто другой, знает Адам Хучиев, для которого обед всегда должен быть по расписанию. Война войны, а обед по расписанию. Самое мое любимое место на территории лицея – это столовая, потому что здесь очень вкусно кормят. Салат, морковный салат, щи зеленый со сметаной, гуляш с макаронами и компотик. Сегодня школа принимает поздравления. В этот день чествует всех лицеистов мира, вспоминая и тех, кто уже выпустился. Всероссийский день лицеиста обязан своим появлением Императорскому царско-сельскому лицею, который открылся в этот день в 1811 году. Тогда в нем могли учиться только дворянские дети. Сейчас, конечно, нет никаких ранговых ограничений. Нужно всего лишь желание учиться. За эти 20 лет из стен выпустилось около 2000 выпускников, многие из которых окончили престижные вузы страны. Среди них и заслуженные деятели науки и культуры, кандидаты наук, государственные и общественные деятели и депутаты парламента. Это, безусловно, яркий пример для тех, кто сейчас здесь грызет гранит науки. Лейла Гайсанова, Рахман Цуров, Новости 24. Инфляция на Северном Кавказе в текущем году снизилась на 1,2%. Такие данные представили эксперты. Снижение отмечается практически во всех регионах СКФО. Уровень инфляции в округе ниже, чем в целом в стране, благодаря низким темпам роста цен на продовольственные товары. Например, не подорожало молоко и молочная продукция, чай, кофе, хлеб, картофель, сыр и мясопродукты, а также отмечено снижение цен на овощи, макароны, сахар и муку. Однако, несмотря на это, непродовольственная инфляция и инфляция услуг остается выше общероссийского уровня. Улица Советская в Сунже в непогоду превращается для жителей в непроходимую полосу препятствий. Из-за огромных луж, которые образовываются после дождя, люди вынуждены искать окольные тропы для того, чтобы добраться до работы или школы. Кроме того, нередки случаи, когда расположенные на этой улице дворы оказываются затоплены во время осадков. Репортаж Амины Боковой. Даже небольшой дождь для местных жителей превращается в настоящее испытание. Непроходимые лужи, которыми заполняется вся улица Советская, даже после самых незначительных осадков, становятся серьезным препятствием, чтобы добраться до другой черты города. Машине сложно проехать. Что уж говорить о школьниках, которые каждое утро вынуждены добираться до учебы в обход через соседние улицы. Такой маршрут занимает почти километр. Наша школа находится рядом с прудом, лицей. Нам нужно 2-3 улицы обходить. И после этого только по тротуару идем.
Мало того, что убитые дороги образовывают огромные лужи, доставляя дискомфорт жителям, так еще и при обильных осадках вода затапливает дворы, подвалы и навесы. Руслан Кадзоев в который раз подсчитывает убытки после очередного ливня. Если вы сейчас во двор пройдете и посмотрите, вы увидите, что двор затапливает. Вот с самой калитки, вот как тут можно даже водопад заснять, когда дождь идет, заливается все. Так как двор немножко ниже, эта вся вода заходит и вот заливает вот эту сторону двора полностью. Чем дальше по улице, тем глубже лужи. Ибрагим Зязиков живет здесь уже более 30 лет. Улица Советская нуждалась в ремонте еще в советское время, сетует он. Ибрагим неоднократно обращался в местную администрацию. Проблему жителей обещали решить еще при прежнем руководстве города. В местную администрацию обращались, ну, как обычно, у них в бюджете нет средств для устранения вот этих вот проблем. И мы как можем сами, вот, кто на тачках, кто лопатой, кто носилками, вот, заделаем вот эту вот бреши. Своими силами пытался решить проблему и сосед Ибрагима. Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, за свои собственные средства начал ремонт дороги. Однако, по-видимому, не суждено жителям Советска жить в комфорте. Эта канализационная труба и куча строительных материалов, оставленных другими соседями, не позволяет уложить здесь асфальт. Жители напрочь отказываются их убирать. Постоянные споры чуть не дошли до суда. Но проблемы так и не решили. Единственная надежда, что после новостного сюжета власти все же обратят внимание на проблему. А пока им остается только бить тревогу через социальные сети. Проблемы с ливневыми стоками и убитыми дорогами в Сунжине новость. Правда, по Моздокской вода течет вне зависимости от погодных условий. Уже несколько лет из прогнившихся канализационных труб льется чистая питьевая вода. О том, откуда берет начало этот ручей, жители уже складывают легенды. Никто толком и не помнит, с чего все начиналось. Но факт остается фактом. Проблему никто не решает. В отличие от улицы Советской, обращения жителей Моздокской не остались неуслышанными. Трубы поменяли, но лишь частично, что в принципе никак не повлияло на суть проблемы. По этой трассе просто старые трубы лежат. Они прекрасно, в администрации знают, что здесь трубы уже старые. Полностью заменить. Если не заменить их, они будут так протекать. Пока жителям Моздокской такой ручеек не доставляет особых трудностей. Другой вопрос – нерациональный расход воды. Похоже, от прогнивших труб выиграли только соседские кошки. Амина Бокова, Рамзан Мержоев, Новости 24. В регламент ГИБДД внесли изменения. Речь идет о правилах организации засад на дорогах. За автоинспекторами оставили право останавливать патрульные машины из засады, но только в особых случаях. Сотрудников автоинспекции наделили правом использовать средства фото- и видеофиксации для выявления правонарушителей. В то же время новые правила запрещают участникам дорожного движения вести видеосъемку инспекторов. В свою очередь, блюстителям порядка рекомендовали вести себя цивилизованно и разъяснять нарушителям ошибки без нравоучения. Стартовал первый республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на национальных инструментах. Он посвящен заслуженной артистке России Рае Евлоевой. В нем участвуют преподаватели, учащиеся соответствующих учебных заведений, а также концертирующие исполнители. Участники конкурса выступают в номинациях «Национальная гармония», «Струнные» и «Ударные инструменты». Слово Залине Могушковой. Хади Бекова представила на суд жюри авторскую музыку Раисы Евлоевой, своего первого учителя, с которым она начинала заниматься еще в 5-летнем возрасте. Спустя столько лет девушка продолжает дело своего учителя. Хади руководит ансамблем гармонисток Сатта. Кстати, гармонь в ее руках принадлежала Раисе. С таким инструментом выступать намного сложнее, ведь это накладывает еще большую ответственность показать себя лучше всех. Я его отреставрировала. Дело в том, что после того, как ушла из жизни Рая Евлоева, сестра Люба мне передала эту гармошку. Ну, наверное, она решила, что у меня ей будет лучше. И этой гармошке 45 лет уже будет в этом году, в декабре месяце, когда у Раи было день рождения, на ее 25-летие ее мама купила ей эту гармошку. И для Раи она была тоже очень дорогая гармошка, и для меня он тоже очень дорогой инструмент сегодня. Ничто на земле не проходит бесследно.
Певица, композитор, хореограф, энергии и талантов Раисы Евлоевой хватало не только на то, чтобы исполнять, но и творить самой. Она работала концертмейстером ансамбля «Войнах». Под ее умелым руководством создавались популярные хореографические коллективы «Асса» и «Эрзи», ансамбль народного танца «Ингушетия», фольклорный ансамбль песни и танца «Магаз» и женский ансамбль гармонисток «Сатта». Эти творческие коллективы по сей день воспитывают новые поколения артистов, а мотивы ее музыки узнаваемы в любой аудитории. Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на национальных инструментах имени Раисы Евлоевой проводится в первый раз. Организаторы проекта убеждены, что отныне он будет проводиться каждый год, а масштабы конкурса будут только расти. Он, конечно же, будет, я думаю, очень скоро и региональным, и всероссийским. И я очень надеюсь, что даже международным, потому что народные инструменты – это то направление, которое действительно характеризует самобытность и уникальность культуры каждого из народов. Ведь издревле у нас играли наши предки на датчик-пондере, то есть это были и струнные, и смычковые народные инструменты, играли на доле, играли на национальной гармонии, на струнных инструментах. Это все нужно поднимать, развивать и пропагандировать. Принять участие в конкурсе решились не только молодые исполнители, учащиеся Центров детского и юношеского творчества, школ и колледжей искусств, но и те, кто не понаслышке знают о Раисе Евлоевой и когда-то начинали свой творческий путь под ее чутким взглядом. На сегодняшний день это опытные преподаватели и концертирующие исполнители. По условиям конкурса участвовать могут музыканты от 10 лет и старше. Впрочем, даже опытные гармонисты волнуются не меньше начинающих исполнителей. Выступление конкурсантов может представлять собой как соло, так и дуэт, трио, квартет и ансамбль. Каждый номер должен состоять из двух разнохарактерных произведений, раскрывающих творческий потенциал, культуру и технический уровень владения инструментом. Каждое произведение звучит не более 4 минут. Выступления конкурсантов оцениваются по 5-бальной шкале в 3 номинациях: национальная гармонь, струнные и ударные инструменты. Критерий – это техника исполнения на любом инструменте. Это и музыкальное, подбор музыкального, скажем так, произведения исполнителей. Ну и, конечно же, сегодня они вот на национальной гармонике и датчик-пондер, они критерии какие там? Они исполняют в обязательном порядке одно произведение лирическое и одно произведение характерное. Результаты конкурса будут известны в пятницу. Победителей в каждой номинации наградят дипломами и памятными подарками от Минкульта региона. Залина Магушкова, Магомед Урусханов, Магомед Дидигов. Новости 24. Во Львове прошел турнир по боксу «Юность России». В нем участвовал ингушский спортсмен Ислам Шаухалов. Боксер провел 3 боя, 2 из них оказались для него успешными. С призером международных состязаний встретился Тамерлан Хамхоев. Совсем недавно в этом зале встречали Хасана Бокова, призера международного турнира по боксу класса А. А сегодня место триумфатора занял Ислам Шаухалов. Боксом он занимается всего 3 года, однако успехи впечатляют. Тому доказательство призовое место на турнире «Юность России». Ислам провел 3 поединка, в 2 из которых одержал убедительную победу, раз за разом отправляя соперников в нокдаун. В финале он вышел на ринг против чемпиона Кубка России. Спортсмен из Забайкалья сумел доставить Исламу хлопот, однако отправить его на канвас ринга не удалось. Безусловно, этот бой для Ислама очень важен в плане опыта, а самых важных качеств спортсмену не занимать. Первый бой нокдаун, второй бой 3-0 финальный из техник ищер. У него на самом деле был такой, то что можно сказать, что Шаухал проиграл или каким-то критериям уступил. Очень хороший, достойный бой провел, даже несмотря на его имя. Победитель России, это много о чем говорит, я думаю. Ислам очень хорошо выступил, дал хороший бой этому спортсмену.
В зале, где тренируется Ислам, готовятся к большим стартам начинающие боксеры. Отработка техники и выносливости – задача, которую ставят перед своими подопечными тренеры на каждой из тренировок. Сам Ислам об отдыхе даже не думает. Вместе со своими партнерами по залу он снова и снова оттачивает навыки боксерского искусства. Поздравить призера приехал и глава города. Бокс в Карбулаке всегда был на хорошем счету, как и другие виды спорта. А приумножить немалые достижения, которых уже достигли наши земляки, наша общая задача, отмечает Ахмед Битиев. Сравнительно даже с другими муниципалитетами наш ФОК добивается в разных видах спорта больших успехов. Сегодня хотелось бы пожелать и руководству ФОКа спасибо сказать, и всем тренерам, и лично Исламу Шаухалову. Пример подавай. Дальше. Это только начало спортивного пути, который предстоит пройти Исламу Шаухалову. Путь, конечно, тернистый, но без трудностей нет и мотивации. Следующая ступень для спортсмена – предстоящие сборы в составе сборной России. А там, как знать, на каких громких турнирах еще в будущем зазвучит имя ингушского боксера как победителя соревнований. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. На сегодня это все. Всего доброго.